Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает марафон. И сегодня мы говорим и о ситуации на нашем канале, и обсуждаем события, связанные с оккупацией Крыма. И обсуждаем самые важные события страны, которые произошли за сегодняшний день и вчерашний вечер. По поводу нашего канала ситуация не меняется. Позиция Министерства реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий продолжает настаивать на том, что оно разработает какой-то конкурс, в котором мы должны принять участие. При этом какой-то конкурс в самом министерстве еще не знают. Они созывают какую-то коллегию из общественников для того, чтобы это придумать. Позиция нашего телеканала по-прежнему остается такой же. Мы считаем, что если бы государство хотело помочь нашему телеканалу, поддержать нас и нашу борьбу за возвращение Крыма, оно бы придумывало не конкурсы, а решало бы вопрос с финансированием и поддержкой. Потому что на словах никто не отказывается поддержать телеканал. Всегда звучат речи о том, что телеканал АТР действительно очень важный инструмент в деоккупации полуострова и нуждается в поддержке. Это телеканал, который поддерживает и развивает язык коренного народа Украины, крымских татар, но на словах. А если внимательно присмотреться к действиям, то тут, что называется, черт кроется в деталях, и нужно следить за руками, потому что на словах, когда звучит поддержка, то на деле получается, что создаются какие-то условия, не позволяющие получать государственную поддержку. Даже если принять во внимание те условия, которые выдвигает министерство, то когда оно будет даже на их условиях, непонятно. Уже заканчивается февраль, телеканал должен был с Нового года получать эту поддержку, и уже 2 месяца этого финансирования нет. Мы работаем в том числе и благодаря вашей поддержке, как моральной, так и материальной. И вы всегда видите на наших экранах номера карточек, на которые вы можете нам оказать свою помощь. Звоните нам в студию, пишите нам комментарии на нашем YouTube-канале. Мы всегда читаем, и нас очень мотивируют ваши слова поддержки. Мы также есть на Патреоне. Если не ошибаюсь, у нас уже 63 патрона, 63 человека стали членами нашей патреоновской семьи. Там условия поддержки тоже достаточно просты. Нужно найти нас на сайте Patreon, набрать наш логотип и выбрать уровень поддержки. Ну а начнем мы говорить с самого громкого дела, которое произошло вчера, но последствия его будут еще долго актуальны. И вчера вечером только закончилась акция протеста под Банковой, под офисом президента, где тысячи активистов пришли поддержать Сергея Стерненко, бывшего руководителя правого сектора Одессы, активиста, одного из организаторов акции немедленной люстрации, скажем так, мусорной люстрации, когда чиновников эпохи Януковича бросали в мусорные баки. Вот среди них был и Нестор Шуфрич, нынешний депутат из ОПЗЖ. Сергея Стерненко приговорили к 7,5 годам лишения свободы за дело, о котором, в принципе, до сих пор мало что было известно. Его обвинили в попытках хищения и вымогательства некого Сергея Щербины, одесского активиста, который симпатизировал пророссийским силам. Вот якобы Сергей Стерненко похитил его и вымогал у него деньги, а это 300 гривен, которые якобы он у него забрал. Решение Одесского районного суда вызвало массовое возмущение, бурю возмущений, волну протеста. Люди собрались на Банковой, требуя отменить приговор и освободить Сергея Стерненко. И среди них, среди протестующих на Банковой был Владимир Поросюк. Это депутат Украины 8-го созыва. Он сейчас с нами на связи.
Добрый день, Владимир. Вы пришли поддержать Сергея и уже стали известным благодаря видео, где вы выносите шлем правоохранителя. Вот расскажите обстоятельства этого дела, как это все происходило и зачем вам понадобился шлем? Ну, по-перше, я перепрошую, що голос змінний, бо вчора були на мітинг, висловлювали, тому трохи захрип. Дивіться, я нікого ніякого не зривав. Це забрали хлопці, дівчата, які були, просто його передавали далі, там не знаю. Його повернули, потім це ж спалили. Що мене вразило найбільше на вчорашньому тесті, це те, що було дуже багато дітей, 18-20 років. Тобто це та молодь, яка ходила в школу, коли сталася Революція Гідності. От сьогодні вони вийшли під Офіс президента вимагати справедливості, бо тому що вирок Сергію Стерненку, це, як я вже сотні разів сказав, це не вирок саме йому, це вирок всім нам. І ці всі молоді люди розуміють, якщо сьогодні зробили так з Сергієм Стерненком, то завтра можуть зробити так з ними, тому що 7 років тюрми за те, що він не робив, і за таку фальсифіковану справу це просто злочин. І це плювання в суспільство і демонстрація того, що в Україні взагалі немає справедливості і верховенства права. Тому такі мітинги, вони є очікувані. Якщо б люди не виходили, тоді є проблема. А коли люди виходять на вулицю, це є велика перемога, тому що суспільство дуже добре реагує на ті чи інші кроки влади. От зараз, на даний момент, влада несе всю політичну відповідальність за те, що робиться в країні. В тому числі за судову реформу, за цих суддів, які виносять вироки. І коли оця система демонструє такі ганебні речі, ми будемо бачити на вулиці не десятки тисяч, як вчора було, а сотні і мільйони. І Володимир Олександрович Зеленський, і всі люди, які себе називають сьогодні владою, мають про це розуміти. Є ли якась реакція з Банкової на протести? Ну, дехто там пише, що от вони не втручаються в судову систему. Та в судову систему і не потрібно втручати, потрібно її міняти. Тому що те, що зараз є, це просто-напросто таке ганебне явище, яке повністю контролюється різними угрупуваннями злочинними. Одне з них – це там портнові компанії, які в ручному режимі виносять вироки по відношенню до Стерненка, чи по, як ми знаємо, є справа ще Рифмайстера. Ті всі речі, вони є неправильні в нашій державі. І якщо їх не міняти, то градус напруги буде більший. І дуже дивно, що Володимир Олександрович не вийшов на брифінг і пояснив свою позицію, а тільки його прес-секретар Мендель сказала якихось там декілька слів, до речі, таких заготовлених. Ну, у нас есть ее цитата, мы можем послушать, что конкретно сказала Юлия Мендель. Він не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президенти намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика. Його ім'я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку. Ну вот позиция Юлии Мендель, которая, наверное, высказала позицию самого президента. Почему вы считаете, что это просто общие слова? Ведь президент действительно не должен вмешиваться в судебные дела. Дивіться, у нас парламентсько-президентська республіка в країні, і
перших два слова охарактеризовують все становище в нашій країні. Тобто владу в країні, більшість в парламенті має «Слуга народу», це пропрезидентська партія, яка набрала просто шалений результат. І так само друге слово – це президент. Це та людина, яка стоїть на захисті, можливо, правильних або неправильних речей, які робить слово номер один в парламенті. Тобто, але разом це є влада в країні. У нас не написано, що у нас парламентсько-президентська судова форма правління. У нас парламентсько-президентська. От ці люди відповідають за судову систему. Вчора відбулося судилище. Людині дали 7 років за те, що вона, по-перше, не робила, а по-друге, цю справу, ще раз кажу, сфальсифікували. І я вам навіть скажу більше, що я очікував, що дадуть там умовний термін 2 роки, і Сергій Стерненко буде там змушений ходити, там, відмічатися, але він буде на волі. Виявляється, там не знаю, чи це Портнов, не Портнов, дав вказівку, чи залякав, Татару був причетний до того, щоб закрити Стерненка тільки через те, що людина має свою позицію, і цю позицію чують мільйони українців. От і ми маємо результат. Слухайте, за вбивство дають менше, ніж за те, що ви показали в ефірі, за 300 гривень і так далі. Причому того він не робив, що я мав розмову день перед цим судом. Я і так знав, що це все неправда, але ми з Сергієм говорили відверто. Я кажу, розкажи мені. Він каже, я взагалі до цього відношення не маю. Каже, це був такий гарячий період. І каже, це, по-перше, ви там сказали активіст, ніякий не активіст, це просто гопнік, який за гроші Труханова розказував, що Одеса має єднатися до Росії. Він виступає за те, щоб Крим і надалі був окупований. І от вам є активіст. В загальному це ніякий не активіст, просто людина, якої є сила, а розуму і інтелекту не дуже. Тому її за гроші купили, щоб вона там стояла і тримала якісь плакати і висловлювала проросійську позицію. Ну, а чем же так Стерненко мог насолить, что, как вы говорите, за этим приговором стоит сам Портнов? Чем он ему насолил? По-перше, Сергія Стерненка є дуже потужний його ютуб-канал, який дивляться реально українці. І це число величезне. Він жорстко критикував дії влади, до речі, неправильні дії влади, коли Зеленський ввів санкції проти проросійських каналів і проти самого Медведчука, то Стерненко казав, що це круто. А от коли Зеленський не звільняє Татарова, який уособлює корупцію в нашій країні, який вислужувався перед Януковичем, і подавали нагороди від Януковича, так ж нормальне явище, що Татаров це критикував і казав, що Володимир Олександрович правильний. І коли от людина розставляє ці акценти, її чують маси, і маси тягнуться за цими словами, а коли ці слова ще є правдою, так люди, які сповідують брехню, які це роблять для того, щоб уникнути відповідальності, звичайно, що вони будуть використовувати всі можливі методи для того, щоб закрити це джерело. Я думаю, що у вас теж дуже багато є людей, які би хотіли, щоб ваш канал був закритий, тому що їм не подобається та позиція, яку ви висловлюєте. А я вам скажу, яку ви позицію висловлюєте. Ви говорите правду. Ви говорите ті речі, які є реальними. Я думаю, що якщо б була воля деяких російських політиків, ви вже б давно були закриті. Тому що їм не вигідно те, щоб канал говорили те, що говорять на каналі АТР. Ну, у нас есть, скажем так, подозрение или основания подозревать, да, что действительно это не инициатива, скажем так, лишь Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, что они вдруг ни с того ни с сего деньги, которые были предусмотрены для нашего канала, решили распределить на несколько других вещателей, начали придумывать там процедуры конкурса и тендера, причем так лукавят, что они просили в бюджете 114 миллионов на вещателей, на СМИ, которые вещают на оккупированной территории, получили всего лишь 50, забывая при том, что эти 50 – это та сумма, которую традиционно получал АТР в бюджете
в украинском бюджете. И именно эта сумма была и заложена для того, чтобы профинансировать наш телеканал. Ну, в общем, они находят какие-то такие аргументы, чтобы этого не сделать. Давайте... Ну, я скажу, що крім того, що ви розказуєте речі, які, ну, я вам просто поясню, в чому проблема. Можливо, через те, якби ви мене не включили сьогодні в ефір, я не висловив свою позицію, можливо, вам би поставили десь там плюс в цьому міністерстві. А так як ви, окрім того, що ви розказуєте, що Крим окупований, і те, що відбувається з кримськими активістами і так далі, це одне. А те, що ви висловлюєте позицію свою по відношенню до певних політичних процесів, запрошуєте людей з різними точками зору, але вони є правдиві, повірте, їм це теж не подобається, бо тому що, як і в кожній владі, стараються закрити всі ці альтернативні джерела. Я не говорю знову ж про російські канали, тому що ті, що закрили, це просто зливні бачки. Це просто дно, яке було пробито. Стосовно інших каналів, ну, давайте будемо дивитися чесно. От ви маєте реакцію. Я сьогодні вийшов в вас ефір, я переконаний, я там критикую того самого Татарова, і, можливо, він там дивиться цей ефір, або йому хтось передасть, і в нього буде в голові думка, ну, як закрити, по-перше, там мене, а по-друге, як закрити оце от джерело, через яке ви мені дали можливість висловити. Тому не дивуйтеся, чому така реакція, і чому вам там затягують якісь певні моменти і не дають фінансування. То правда, вона така, вона складна. Брехня, вона набагато легше. Вірте, якщо б ви облизували владу і розказували, що вони все правильно роблять, то вам би 50 мільйонів дали, а 200. Але ви цього не робите, ви робите дивні речі, тому честь і хвала від суспільства. І мусите бути сильнішими і триматися. Спасибо за поддержку. Продолжая вот тему таких вот странных, скажем так, судебных решений, сегодня Артем Сытник, глава НАБУ, выступил с информацией о том, что фактически вся антикоррупционная система в Украине рушится, что, оказывается, усиливается давление аппарата власти на независимые следственные антикоррупционные органы, о том, что пытаются тормозить многие резонансные дела. Это с одной стороны. С другой стороны, мы имеем неразрешенный до сих пор конституционный кризис, кризис с Конституционным судом. И как плюс, да, закрытие каналов Виктора Медведчука. Вот что, как понять вот обычному зрителю, обывателю, что происходит вот в нашей власти? Это какая-то полярность позиций, мнений. Кто управляет процессом и почему так происходит? Що в нас відбувається в країні? У нас в даний момент відбувається відсутність централізованого управління і розуміння того, що буде завтра. Це, на жаль, таке є в самого президента, і він мусить це виправляти. Замість того, щоб підсилити Національне антикорупційне бюро, він старається змінити Ситника, і я вам повною відповідальністю кажу, що це найефективніший орган, який дійсно бореться з топ-корупцією. Я ще раз пояснюю, посадити участкового чи якогось там рядового прокурора – це не затримати друга президента чи якогось депутата. Ви розумієте, що є дуже багато чинників, за допомогою яких ті високопосадовці себе там відмазують, прикривають і тому подібне. Тому, ще раз кажу, НАБУ – це не резиновий орган, він досить обмежений, там невелика кількість детективів, і вони і так показують просто колосальний результат. І знову ж, вони ведуть кількість, садять в тюрму у нас. Що стосується в загальному, що ви сказали, із каналами і так далі, дивіться, президент наш робить якісь речі, але цього є замало. І те, що відбувається паралельно з якимись там державними рішеннями, навіть та сама справа Стерненка чи інші, це означає того, що він втрачає контроль над процесом. Для того, щоб йому відновити це, він має жорсткіше ставитися до всяких там проросійських агентів, які себе там називають українськими політиками і так далі. Тобто він має закрити того. Дивіться, ви зараз кажете, що він там не має втручатися чи має втручатися. Ні, тут потрібна політична воля. Тобто в нього була політична воля накласти санкції на Медведчука, тому що вони вже перейшли всі межі, які можна і не можна. Тобто вони вже просто починали викручувати не те, що там історію там
попередніх років, вони от реально почали викручувати і розказувати брехню. Він зробив правильно. Вів санкції проти Кума Медведчука. Правильно. Але він має розуміти, що цього російського лайна в Україні ще дуже багато. Він не розуміє того, що ми мусимо боротися за наші окуповані території. Крим сам не повернеться, з нього потрібно боротися всіма можливими методами. Але в першу чергу для того, щоб ми мали нормальні умови для цієї боротьби, ми мусимо розчистити площадку. Якщо на цій площадці будуть стояти вороги, коли ми поставимо піраміду, а вони зразу її будуть розбивати, так у нас нічого не вийде. І от цей хаос – це є повністю відповідальність президента і оточення, яке є. Яке, до речі, грає свою гру. От його оточення, я думаю, що в Офісі президента центру прийняття рішень немає. Їх десь там 5. Один з них – це Татаров, який там грає свою роль. Другий – це Єрмак, який грає. І ряд інших. А ще не забувайте, в нас є олігархи, ще в нас є там трохи впливовіші депутати, якісь бізнесмени і тому подібне. І якщо вони от зараз при владі, вони кожні стараються бути центром прийняття рішень. І ще й ви розумієте, що це все підігрується тим, що проводяться соціологічні опитування, там, хто який рейтинг має. І оце все бурління, воно призводить до політичної кризи, яка зараз. Вот еще одна новость сегодняшняя связана с делом Стерненко. Парламентская фракция «Голос» инициирует сбор подписей за отставку генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в связи с приговором Сергея Стерненко по делу так называемом похищении и пытках. Вот давайте послушаем, что сказали во фракции «Голос». Розпочинаємо з колегами збір підписів за відставку Ірини Венедіктової. Людина, яка спровокувала політичне рішення і вирок Сергію Стерненку, не має права займати посаду генерального прокурора. Буде апеляція, буде звільнення Венедіктової, а Труханов, Татаров, Портнов та інші, відповідальні за цей ганебний вирок, ще обов'язково понесуть відповідальність. Вот противостояние Генеральной прокуратуры с НАБУ. Ситуация связана с недореформированной судебной системой. Еще много-много-много причин, которые, как снежный ком, появляются и нарастают с каждым днем. Какие у этого могут быть последствия? Вибори. Більше нічого не можу сказати. Я думаю, що ці ситуації захочуть звільнити Ситника, суспільство вийде на захист. Можливо, ще є варіант, що Володимир Олександрович прийме рішення і звільнить Венедіктову і поставить нормального генерального прокурора, який дійсно зможе зробити нормальну реформу, а не це от видимість і таку імітацію, яку зараз робить Ірина Венедіктова. І тоді, можливо, воно якось стабілізується. Але на даний момент ситуація тільки нагрівається і все йде до виборів. Я можу вам сказати, що це... Парламента ви маєте в виду? Так, парламентські. Ну, вони бояться їх, бо тому що вони більше ніколи в житті не наберуть таку більшість, як вони є. І далі Зеленський боїться, якщо буде інша більшість, можливо, там і імпічментом може попахувати. Але в загальному ви маєте розуміти, що суспільство ніхто нікуди не забирав, і вулиця має дуже величезне значення. Зеленський боїться вулиць, він боїться мітингів, боїться здорових протестів. Здорові – це коли люди приходять просто відстоювати нормальні речі, як вчора. Там ні одного політичного прапору. І про це ніхто не домовлявся. Що люди просто вийшли з логічних міркувань. І от такі мітинги, вони, повірте, перші дзвінки. Це є квіточки, як в народі, ще бувають ягоди. От якщо будуть вже ягоди, тоді вже буде дуже величезна біда. Я вибачаюся, я ще раз, хто до нас долучився, прошу вибачення за голос. Я вчора був на мітингу, трохи накричався і тому посадив його. Тому так трохи захрип. От така відповідь на питання. І дивіться, це нічого немає, це немає нічого страшного в тому, що відбувається в нас в державі. Основне – це розуміти, що ми можемо бурлити, ми можемо
сперечатись, ми можемо десь добиватись істини от в цій системі координат, яка називається Україна. Але треба дуже бути пильним і бачити, що по відношенню до нас здумала собі там Росія і що її агенти впливу планують тут робити в Україні. Це основне завдання сьогодні в громадянського суспільства. Я так бачу, тому що іншого виходу немає. А те, що в нас будуть вибори, їх ще буде дуже багато. У нас ще будуть зовсім інші президенти і так далі. Зараз основне це тримати на рівні там стагнації проросійські сили. Вони і так нічого не наберуть. Хто там боїться, що вони прийдуть в парламент, візьмуть владу, запам'ятайте. Вони владу ніколи в Україні не візьмуть. Ніколи. І це треба сприймати як постулат. От і все. А всередині, серед проукраїнських партій, треба вже визначатись, хто більше має правильних логічних рішень в тій чи іншій ситуації. Я вважаю, що ми все ж таки на правильному цивілізаційному розвитку, ми на правильному етапі. Він складний, він не простий. Ми ще будемо дуже бачити багато таких от ситуацій, як з Стерненком, але повірте, вони всі будуть закінчуватися перемогами. Я переконаний, що він вийде на волю, я переконаний, що суд апеляційний прийме правильне рішення і його відпустять. Какие ваши дальнейшие действия будут? Акции протеста продолжатся? Звичайно, ми в суботу плануємо в 12-й годині безстрокову акцію, будемо палатки ставити, можливо, ще якісь перформанси. І будемо сидіти, не знаю, лежати до того часу, поки не будуть виконані вимоги. Знову ж, ніхто не говорить про те, що ми за якийсь хаос, чи просто нам випустять Стерненка. Ми говоримо про те, що цю систему потрібно міняти. Якщо ви поміняєте цю систему, то, по-перше, ніхто не буде по таких от сфабрикованих справах сідати в тюрму, а по-друге, ті, хто вже там сидять, вони вийдуть на волю. І це є вимога номер один, тому що ви зрозумієте, що рішення, які приймають суд, от в певному моменті вже їх ніхто ніколи в житті не оскаржити не може. Є ще ЄСПЛ, але це дуже довга історія. Я говорю про Україну. І от коли ми там навіть згадали про Конституційний суд, ви зрозумієте, що рішення Конституційного суду ніким не оскаржується. І те, що було заблоковано роботу, навіть якщо б ми спалили це приміщення, і навіть якщо б ми його заставили цеглою і заблокували вхід, це було найправильніше рішення, яке може було тільки прийняти. Навіть якщо воно, можливо, десь не до кінця законне. Але знову ж, Україні потрібно справедливі закони, які відображають спільні настрої, які забезпечують правильні речі. Благодарю вас за то, что были с нами в эфире, за то, что подключились к разговору, несмотря на то, что у вас сел голос. Спасибо. Владимир Поросюк, народный депутат 8-го созыва, был с нами на связи. Мы продолжаем наш телемарафон «Сейф АТР». Мы по-прежнему работаем для того, чтобы обратить внимание власти на ситуацию с нашим телеканалом, для того, чтобы там пришли к пониманию, мы надеемся, что это возможно, что телеканал АТР не просто нуждается в словах поддержки от власти, не просто в разговорах о том, что да, мы готовы поддерживать телеканал, а о том, чтобы найти возможность сделать то, что власть обещала. И поддержать наш телеканал можете и вы, наши уважаемые телезрители. Для этого вы можете подписаться на наш Patreon. Это несложно сделать. Нужно зайти просто на сайт Patreon, набрать там наше название АТР, вы увидите там иконку, и присоединиться к одному из уровней поддержки. Нам важна вся ваша поддержка, и каждый голос, и каждый звонок. А сейчас с нами на связи Владислав Грезев, активист и куратор TEDx Киев. Мы будем говорить в том числе и о ситуации с Сергеем Стерненко. Добрый вечер, Владислав. Витаю. С Владимиром Поросюком мы только что достаточно подробно проговорили про эту ситуацию.
и пришли к выводу, что необходимо реформирование нашей судебной системы. Хочется понять, этот вопрос можно рассматривать, наверное, под более широким спектром, да? Когда мы говорим о том, что происходят какие-то неоднозначные вещи в нашей власти. С одной стороны, преследуются проукраинские активисты, с другой стороны, блокируется работа антикоррупционных органов. Вот об этом сегодня и говорил Артем Сытник. С другой стороны, закрываются пророссийские телеканалы Медведчука. И возникает такое подозрение, что нету какого-то общего центра управления иногда, что непонятно, что делает левая и правая рука. Нет ли у вас такого впечатления? Ну, і не має бути якогось центру управління. Гілки влади мають бути абсолютно незалежні одна від одної, і судова гілка має бути так само незалежною. Проте Так не об этом же, не об этом вопрос. Понятное дело, что ветви власти должны быть независимы, но с одной стороны антикоррупционные службы заявляют о давлении власти на них. С другой стороны, активисты видят в приговоре Сергея Стерненко тоже влияние офиса президента, называют там Портнова, который как-то влияет на некоторых членов этого, сотрудников этого офиса. С другой стороны, президент инициирует достаточно популярные и правильные действия, закрывая пророссийские каналы. Вот я имею в виду про центр принятия решений, именно единый орган, вот офис президента. Есть ли там единый центр принятия решений? Та вже ж Офіс президента впливає на більшість процесів в нашій країні, так чи інакше, бо так звана монобільшість, да, і команда, яка довкола Володимира Олександровича зібралась, має вплив. Той же самий Портнов славився в часи Януковича, власне, своїм впливом на судову гілку влади. В нього дуже багато там є контактів, людей, яких він знає особисто, які йому імпонують, яким він імпонує. І я думаю, є і ряд людей, на яких в Портнова є можливість стиснути з точки зору шантажу. Тому він, вочевидь, показує зуби по багатьох питаннях, які його турбують. Його адвокати і адвокати Татарова беруть з його адвокатських об'єднань. Він це прямо пише в своїх телеграм-каналах. Вони всі супроводжують справи щодо Сергія зі сторони захисту там потерпілих в конкретному випадку, якщо мова йде про самозахист, справи про самозахист. Не сказати, що це має якусь кореляцію з позицією Офісу президента, буде важко, тому що це безпосередньо люди, які мають до цього стосунок. А почему мы не слышим какой-то четкой позиции президента по отношению к своим же сотрудникам? Точнее, скажем так, есть ли влияние Портнова на офис президента или нет этого влияния? По Татарову Владимир Зеленский, если я не ошибаюсь, высказался единожды в интервью то ли британскому, то ли американскому СМИ, я сейчас вот не могу вспомнить. Он назвал его человеком непричастным к преступлениям на Майдане, и больше по этому поводу ничего нет. Ведь Владимир Зеленский, наверное же, понимает, что информация, которая развивается вокруг этих людей, и Портнова, и Татарова, это в первую очередь негативная информация, которая разрушает в том числе и его имидж. А мы не видим никакой жесткой позиции по этой ситуации. Ну, або не розуміє, або не вважає достатньо важливим цей фактор, або ці люди настільки для нього незамінні, або вони вже мають на нього якийсь компромат і не дають йому можливості якось їх позбавлятися. Там навіть вчорашня акція, яка відбулася під Офісом президента, одна з найбільш масових з часів Революції Гідності, і по рівню обурення найбільш, напевно, зла акція, так, але ще точно це не ліміт. То я знаю, що Офіс президента вважав це абсолютно неорганічним. Все, що це там проплачені активісти якісь за 250 гривень, що це абсолютно фейкова підтримка Сергія.
Але коли вони там побачили цю кількість, побачили нарешті пости в соцмережах лідерів суспільних думок з різних сфер, то, можливо, трошки думка їх не змінилася, але я не знаю точно. Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне показалось, что вчерашняя акция по массовости и накалу даже превысила акции, которые проходили во время акции «Нет капитуляции», когда было разведение войск там, в Золотом. По-моему, приговор Сергею Стерненко оказался более резонансным. Или это оно все наложилось одно на другое, и просто настроения протестные растут с каждым днем? Та ні, навпаки, якраз Володимир Зеленський рішеннями по Медведчуку трошечки прихильність повернув до себе проукраїнської активної частини суспільства, навіть не враховуючи абсолютно сфабриковану справу проти Андрія Антоненка, яка до сих пір на його совісті в тому числі. Але вчора суто вийшли люди, які не погоджуються з тим, що проукраїнські активісти, як Стерненко, мають отак от вільно засуджуватися, коли очевидна справа по самозахисту не дає результатів, піднімають іншу справу, яка там 5 років була на паузі, дають їй хід, в якомусь супер дивному режимі виноситься вирок, аргументація вироку саме юридичного характеру має купу питань. І люди вчора вийшли суто через це, і вони вийшли в більше ніж 20 містах України, організувалися за там кілька годин, і це дійсно був один з наймасовіших проявів громадського протесту. Але я думаю, в суботу, ви вже знаєте, ми анонсували в суботу акцію під Офісом Президента на 12 годину, і з усієї України прийде багато людей. Це буде, напевно, ще одним таким сигналом, що та судова система, яка є, система правосуддя, і, зокрема, та її ті підходи, які вживаються до проукраїнських діячів, це неприйнятно. Особливо під час війни, особливо під час того, коли Сергій виступає чи не одним з найбільш ефективних інструментів в контрпропагандистській діяльності, в інформаційній боротьбі з Росією, його беруть, отак от виключають. Тобто можна це навіть, там багато є речей, які помітили там люди, що це 23 лютого, свято радянське. Це там 7 років і 3 місяці, термін, який йому дали, якраз така ж сама кількість часу пройшла з моменту Революції Гідності. Тобто, і це на противагу закриттю інформаційних джерел проросійських, каналів Медведчука закрили, проукраїнське, і от з таким символізмом, і отак от нахабно. Тобто це підігравання іншій частині електорату, багато питань виникає. Можливо, навіть питання не до самого Зеленського, а я менше думаю про те, що він безпосередньо там приймає участь в рішеннях з цим пов'язаних. Я думаю, що все-таки є судова система, гнила, яка абсолютно давним-давно вже це демонструє, яка з прокурорами, зі слідчими, які не зацікавлені в тому, щоб відбувалися реформи в країні, не зацікавлені в тому, щоб проукраїнський рух був сильнішим і, відповідно, впливав на реформи правоохоронної системи, рухався, то вони приймають ці рішення, це каста, і їх підтримують з Офісу Президента, зокрема Портнов і Татаров, бо вони є представниками цієї касти, цієї гідри. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Владислав Грезев, активист и куратор TEDx Киев, был с нами на связи. Поговорим сегодня еще о таких новостях. Генеральная ассамблея ООН, в рамках ее прошли дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях, в том числе и в оккупированном Крыму. И там опять были попытки россиян сказать, что вопрос Крыма закрыт. Но была реакция, и, конечно же, наших представителей. Вот давайте послушаем, что сказал Сергей Кислиц, это наш постоянный представитель при ООН.
As you can see, it clearly indicates the date of Як the бачите, beginning тут of the чітко вказано дату початку їхньої військової спецоперації – 20 лютого 2014 року, задовго до так званого референдуму на півострові. Я думаю, що ми повинні попросити Міністерство оборони Російської Федерації нагородити російських дипломатів цією медаллю, щоб кожен раз, коли вони повторюють свою мантру про бутафорський референдум в Криму в березні, вони згадували про день початку російської окупації в лютому, який був засвідчений Міністерством оборони Росії. А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский вновь попытался опровергнуть информацию о препятствовании для доступа иностранных мониторинговых делегаций на оккупированный полуостров, о чем заявил и на дебатах этой Генассамблеи. Об этом сказал представитель Германии Христоф Хойсген. В частности, немецкий дипломат призвал Россию допустить в Крым представителей международных мониторинговых миссий, которые могли бы контролировать соблюдение прав человека на полуострове, а россияне вот в своей привычной иронично-хамской манере ему ответили. Давайте послушаем. Вот мой немецкий коллега опять картинно сокрушался, что мы якобы никого на полуостров не пускаем. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить? Вот уже традиционно россияне используют международные площадки для того, чтобы продемонстрировать свое, в кавычках, остроумие, о том, как они могут шутить над дипломатами других стран, над представителями других государств, тем самым всему миру демонстрируя свое фактически хамское отношение и демонстрируя свою собственную безнаказанность. И это могут подтверждать и факты, даже после отравления и приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Европейский Союз не ввел санкции против бизнесменов и кошельков Путина, на которых просили представители ФБК Алексея Навального. Они ввели санкции против силовиков, которые непосредственно участвовали в преследовании Алексея Навального, в его отравлении и приговорах. Европейская дипломатия, она по-прежнему демонстрирует такую, скажем так, цивилизованность и толерантность, ожидая, наверное, когда в следующий раз кто-то из представителей Российской Федерации начнет, не знаю, как Никита Хрущев, стучать снятым ботинком по трибуне, может быть, хоть такие действия как-то образумят Европу и позволят им осознать, что с Россией договариваться так же возможно, как и с большевиками, которые, по сути, имеют одну ментальность, а договориться с Советским Союзом было сложно, и в итоге все-таки пришли к выводу, что это ось зла, которая, к счастью, исчезла с лица земли, но остались ее наследники россияне, которые занимаются массовыми преследованиями в оккупированном Крыму, арестами и пытками политических заключенных. И об этом мы поговорим с бывшим политузником Исмаилом Рамазановым. Он сейчас с нами на связи. Добрый вечер, Исмаил. К сожалению, мы вас не слышим. Давайте попробуем еще раз набрать Исмаила для того, чтобы проверить связь, потому что его нам не слышно. И с Исмаилом мы как раз и поговорим о том, что сейчас происходит в оккупированном Крыму, о том, как
на его взгляд, нужно реагировать на то, что происходит на захваченном Россией полуострове, и чтобы эти действия были эффективными и привели таки к деоккупации полуострова. Об этом, кстати, Исмаил Рамазанов вместе с представителями Меджлиса, с представителями политузников и представителями нашего телеканала с Айдаром Муждабаевым, заместителем генерального директора, говорили на встрече с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом. В МИДе прошла встреча, и вот были еще представители украинского духовенства, и говорили вот как раз о политических преследованиях, о том, что нарушаются систематические права человека в оккупированном Крыму. Обсудили и ситуацию с телеканалом АТР. Как мне подсказывают режиссеры, Исмаил уже снова с нами на связи. Надеюсь, в этот раз и со звуком тоже. Исмаил, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ассаляму алейкум. Алейкум селям. Хотелось бы от вас услышать подробности этой встречи. О чем вы говорили с министром иностранных дел Литвы? О чем договорились? Была очень теплая встреча. Нас очень желательно приняли, выслушали. Встреча длилась где-то около более часа. Все приглашенные заключенных узников на Донбассе подробно описали всю ситуацию, происходящую на временно оккупированных территориях. И мне действительно показалось, что они понимают, частично понимают, что происходит на наших временно оккупированных территориях, и следят за всем, что происходит там, за всеми этими нарушениями прав человека, которые осуществляет регулярно Российская Федерация. Ну, трудно представить, чтобы не понимали, потому что Литва очень долго была в составе Советского Союза, и там очень хорошо понимают, чего можно ждать от оккупантов. Но вот хотелось бы какие-то подробности. О чем вы говорили? Что вам отвечал министр? О каких-то, может быть, действиях Литвы в поддержку политузников? Какие-то инициативы, связанные с усилением санкций европейских против России, говорилось? Да, они высказывались в поддержку в отношении нас, да, в отношении политзаключенных. Но о каких-то таких давлениях, механизмах, к сожалению, не шла речь. Да? Так скажем, возможно, эту стратегию не хотят раскрывать для эффективности всех этих действий в отношении Российской Федерации. Я убежден, что механизм разрабатывается, в том числе Литвой, и поддержка, она не заставит себя долго ждать. И я убежден, что вот эта встреча как раз-таки еще больше раскрыла тему того, что происходит в Крыму. Они еще больше поняли, да, услышали с уст, собственно, самих политзаключенных, родственников незаконно удерживаемых людей, что на самом деле то, что на временно оккупированной территории не существует прав людей на самом деле. И, конечно же, они сказали, что мы всячески поддерживаем вас, поддерживаем в том числе крымско-татарский народ, наши исторические, сложившиеся судьбы наших народов, они связаны, и Ильми Ага в том числе напомнил о том, что в 1981 году крымско-татарский народ был инициатором, собственно, помощи Литовской Республике, когда у них действительно после отделения, выхода из состава Советского Союза, они их всячески блокировали, да? И эта гуманитарная помощь таким образом помогла им пройти вот этот этап. И они это все помнят, историческая память у них тоже, то есть на высоком уровне, дипломатия тоже на высочайшем уровне. Мы разговаривали на русском языке, дабы у нас
не уходило времени на перевод. Все, о чем мы говорили, они все прекрасно понимали, записывали, делали себе такие пометочки, да, для того, чтобы, может, еще глубже разобраться в этих вопросах. Мы упомянули в том числе о поддержке крымско-татарского телеканала АТР. В принципе, практически все участвующие там в этой встрече говорили об этой проблеме, и они заручились, в том числе то есть они сказали, что мы поддерживаем и будем следить, отслеживать всю судьбу крымско-татарского народа и судьбу телеканала АТР, потому что это для них важно, потому что крымско-татарский народ, украинский народ — это братские народы. То есть я действительно услышал такую поддержку, и мне было очень приятно познакомиться, собственно, с внуком, да, основателя Литовской республики. Это для меня тоже была такая честь. Ильмиара мне до этого рассказывал, что Ильмиара знаком с его дедом, и говорилось, что то есть это более чем дружба, да, это такие отношения, которые, я думаю, построят новое будущее в наших отношениях. То есть такие знакомства и такое взаимодействие будут еще больше распространяться между нашими народами. Мне известна ваша активная гражданская позиция. Вы неравнодушны к судьбе тех, кто сейчас находится в российских застенках, кто преследуется российскими оккупантами на полуострове. Как вы оцениваете те действия, которые предпринимает мировое сообщество и Украина по поддержке семей политузников, по попыткам освободить тех, кто уже за решеткой? На самом деле действий я пока что таких не вижу. Мне, как и всем бывшим политзаключенным, хочется все и сразу. Мне хочется еще вчера, до оккупации Крыма, мне хочется, чтобы все наши лучшие сыны были как можно скорее на свободе. Я каждый день, просыпаясь, думаю о том, что как бы помочь. И собственно, для этого после очередных преследований меня, да, я выехал в Крым для того, чтобы Киев, точнее, из Крыма, для того, чтобы еще серьезнее, еще громче заявлять о всем, что происходит в Крыму. И для меня, собственно, честь, да, говорить о политзаключенных. И со стороны Европейского Союза я еще не вижу таких серьезных аргументов на действия Российской Федерации. Нету действительно систематического давления такого. Нету, собственно, до сих пор не введено эмбарго на нефть. А это эмбарго на нефть, я думаю, очень серьезно ударило на Российскую Федерацию. Существует очень много механизмов, которые бы остановили репрессии и, собственно, приблизили бы деоккупацию нашей Родины. Это то же самое SWIFT. К сожалению, европейское сообщество сейчас, Европейский Союз не идет на этот шаг. Я не знаю, возможно, пытаются договориться, мы можем только предполагать. Остается только надеяться на то, что санкции будут еще более усиливаться, давление на Россию будет усиливаться, и надеюсь, что с помощью этих санкций сам народ России поймет, что они в тупике. Их власть, действующая власть сейчас, преступная власть, фашистская власть России, она подвела граждан России, собственно, Третьей мировой. Не исключен тот факт, что если европейское сообщество сейчас на это как-то закроет глаза, заигрывая тем самым с Российской Федерацией, приведет к еще большим последствиям. И человечество на самом деле потратит еще больше усилий для того, чтобы остановить этого преступника. И все-таки полагаюсь на Соединенные Штаты Америки, на многие такие европейские страны, как Литва, да, которые являются союзником. То есть на сегодняшний год Турция очень активно поддерживает нашу страну в нашей борьбе, да.
И я полагаю, что как раз-таки эти страны будут таким мотиватором для других стран, чтобы Российская Федерация остановила свои преступные действия, чтобы Российская Федерация больше никогда не распространяла все то зло, которое она сейчас творит не только в нашей стране, а это и в Сирии, это и на территории, собственно, своей же страны в отношении своих граждан. И да, действительно, я слежу, и, как вы уже сказали, я пытаюсь принимать активную позицию, быть голосом политзаключенных в Киеве. Я вижу, когда я приехал в Киев, я увидел, что у нас в стране, в нашей столице, очень мало знают о проблемах, которые существуют в Крыму. Собственно, никто не знает о тех людях, которые сейчас сидят за стенках Российской Федерации, в тюрьмах Российской Федерации. И как я уже повторюсь, сколько бы мне это не составило труда, времени, я буду об этом говорить, я буду участвовать с этими правозащитниками во всех этих платформах для того, чтобы уже завтра, уже сегодня хотя бы одного, я уже не говорю о всех, но хотя бы одного политзаключенного вытащить. Мы сейчас со всеми политзаключенными, вы уже, наверное, слышали о заявлениях наших, всех политзаключенных, что мы готовим некоторую такую платформу, в которой будут участвовать все люди, которые берут участие в помощи семьям политзаключенных, самим политзаключенным. То есть есть такой положительный сигнал, тенденция такая, что этот год будет нацелен на еще более кропотливый труд, чтобы этот год обязательно закончился только с положительными новостями, освобождением всех политзаключенных. Без исключения. И я убежден, что этот год нам принесет очень много положительных новостей, и обязательный тот факт, что деоккупация Крыма должна быть обязательной, потому что без деоккупации Крыма, к сожалению, по моему убеждению, репрессии в Крыму невозможно. За нами Рамазанов, бывший политический узник. Перейдем еще к одной такой теме интересной, на наш взгляд. Представитель иностранных дел Евросоюза Боррель исключил санкции ЕС против бизнесменов российских из-за дела против Алексея Навального. Санкции затронут тех, кто преследовал непосредственно оппозиционера, это силовиков, в отношении, но не коснется кошельков Путина, о которых говорили представители Фонда борьбы с коррупцией, представители Алексея Навального. И вот, как сказал Боррель, в отношении России Евросоюз будет придерживаться формулы «давать отпор, сдерживать и вовлекать». Вот давайте послушаем, что он сказал. Ми досягли політичної угоди ввести санкції проти тих, хто відповідальний за його арешт і засудження. Перше, ми задіємо глобальний режим санкцій за порушення прав людини. А с нами на связи Илья Пономарев, политический деятель, бывший депутат Государственной Думы России, как мы всегда не устаем повторять, единственный депутат, который голосовал против оккупации Крыма. Добрый вечер. Добрый вечер. А как вам такая формула «давать отпор, сдерживать и вовлекать»? Как всегда, ни о чем. То есть это продолжение всего того же, чувств глубокой озабоченности и так далее. Европа зависима экономически и не имеет четко выраженной общей внешнеполитической линии. Собственно, то, что мы сейчас слышим, это отражение именно этого. То есть, получается, Россия всех, говоря на жаргоне, сделала и может спокойненько потирать ручки. Теперь ей ничего, собственно, серьезного не грозит.
Нет, я не скажу, что она все сделала, да, то есть просто есть там объективная реальность и есть экономические расклады. Дальше, как говорится, спасение утопающих — это дело рук самих утопающих, и многие вопросы в наших руках. И какие-то вещи мы сами, в общем, активно делаем. Например, та линия, которую вела Украина по противодействию Северному потоку-2, она, не безуспешно, так скажем. Может быть, можно было сделать еще больше, может быть, там по европейской линии где-то были и недоработки, но в целом, например, по американской линии все было очень успешно. И сейчас последние действия, которые пошли вместе с Польшей, да, они тоже, соответственно, бьют в эту же самую точку, это прекрасно. Кстати, у нас есть позиция администрации президента США Джо Байдена. Там заявили, что готовы без колебаний внедрять санкции на попытки возобновления строительства потока газопровода «Северный поток-2». Давайте послушаем. Ми продовжимо інформувати Конгрес, якщо знадобляться додаткові політичні заходи реагування на виконання вимог законодавства, я б сказав, на виконання наших інтересів, коли йдеться про Nord Stream 2, ми без вагань зробимо це. Що стосується польської сторони, ми безумовно поділяємо їхні занепокоєння щодо цього проєкту в широкому контексті. Ось чому ми однозначно заявили, що Nord Stream 2 – це погана угода. Це погана угода для Європи в контексті заявлених нею енергетичних цілей. Еще один такой звоночек. Это страховая компания Munich Syndicate Ltd. Прекратила сотрудничество с проектом по строительству газопровода «Северный поток». Они тоже сделали заявление. Давайте послушаем и потом обсудим. Мы можем подтвердить, что контрактные отношения между Nord Stream 2 и нашей дочерней компанией Munich Re Syndicate прекращены. К сожалению, мы не можем прокомментировать причины этого шага. Скажем так, без комментариев, да, но тем не менее прекращают сотрудничество. Значит ли это, что на этом «Северном потоке-2» уже можно окончательно ставить крест? К сожалению, нет. Нет. Почему? И, как вы знаете, не так давно строительство «Северного потока-2» было возобновлено. Оно сейчас идет активными темпами. Можно проследить за тем, как кладутся трубы баржей «Фортуна». Сейчас американцы наложили на нее вторые санкции, но это вторые санкции на российскую компанию, которая является оператором этой баржи. Соответственно, ей от этого ни холодно, ни горячо. Там Кремль выделил это, обособили в отдельную структуру. То есть эти санкции касаются даже, скажем, не «Газпрома», а там фирмы-однодневки, которая является формально оператором, владельцем этого судна. Поэтому я бы сказал, что мы можем говорить однозначно, что наверняка построен «Северный поток» будет. Вопрос, что будет дальше. Будет ли он запущен в эксплуатацию? И если он будет запущен в эксплуатацию, будет ли он запущен в полную силу или только в половинную, как, в общем, того требует европейское регулирование? Вот здесь есть вопросы, здесь есть, соответственно, что нам сделать. А не окажется ли сильнее позиция США при новом президенте? И там все-таки в администрации Байдена смогут убедить Европу отказаться от окончательного строительства? Может быть, там есть при новом президенте позиция США заметно смягчается по этому вопросу. Позиция Трампа была гораздо более жесткая, и, как сейчас известно, там он не успел до окончания срока своих полномочий ввести новый ряд санкций, которые касались уже персональных лиц, которые были связаны с этим проектом, европейских лиц. Безусловно, всего этого администрация Байдена делать не будет. Администрация Байдена настроена на то, чтобы расторговать так или иначе этот проект. Там идет разговор о том, что там европейцы должны дать гарантии, например, сохранения транзита через Украину, и в результате этого американцы снимут санкции с «Северного потока-2», или будет какая-то другая сделка, но Госдепартамент как раз неоднократно посылал сигналы европейцам о том, что давайте договариваться.
Поэтому там позиция более мягкая. Скорее, этому проекту больше угрожают выборы, которые приближаются в Германии, которые будут осенью, и в результате которых, скорее всего, социал-демократы, пока все так выглядит, потерпят поражение. Скорее всего, коалиция следующая будет состоять из христианских демократов и зеленых, а зеленые категорически против этого проекта. И так же, как социал-демократы являются основными защитниками Северного потока-2, также зеленые являются основными его критиками. И вот тогда по чисто внутригерманским причинам этот проект может быть похоронен. Но сейчас задача до этого времени просто дожить. И как раз некоторые европейские политики говорят о том, что давайте мы заморозим этот проект до момента выборов в России. Вот, хотя все понимают, что там выборы в Государственную Думу, которые будут в сентябре, что они ничего не решают. Но, тем не менее, это позволило бы протянуть время до выборов на самом деле немецких. Но ведь именно Германию называют чуть ли не основным выгодополучателем от этого провода. Да, безусловно, Германия является основным выгодополучателем, но здесь еще вопрос в раскладе сил внутри немецких элит. То есть социал-демократы, они почти поголовно стоят за реализацию этого проекта, делинки левые стоят за этот проект, АФД, альтернатива для Германии, ультраправые, стоят за этот проект. А либералы и зеленые категорически против, а христианские демократы расколоты. И именно поэтому очень важно, какая будет следующая правительственная коалиция. А значит ли это, что можно ожидать традиционного вмешательства в германские выборы со стороны России? И есть ли какие-то предпосылки для этого? Попытки, конечно, будут. Кремль играет на стороне ультраправых партий всегда традиционно во всех европейских выборах. И наверняка мы будем видеть там какое-то финансирование, которое идет в сторону АФД. Это практически наверняка будет происходить. Плюс наверняка RT, Russia Today будет подсвечивать деятельность Делинки. Там с левыми у Кремля нету такой кооперации, как с ультраправыми. Но, тем не менее, поскольку они занимают традиционно антиамериканскую, антиимпериалистическую политику, то, соответственно, выгодно ее тоже подсветить. В частности, вот нынешний председатель комитета по энергетике Бундестага, этот пост как раз в руках левых. И именно этот человек там очень часто высказывается, что давайте, чтобы Северный поток был построен. А есть ли на сегодняшний день какой-то, скажем так, стопроцентный механизм, который мог бы поставить крест на Северном потоке? Стопроцентный механизм — это просто отказ на уровне Еврокомиссии и Германии. Вот. Но еще раз скажу, вы абсолютно сами правильно говорили, что у Германии есть очень большой политический интерес в этом проекте, потому что Германия становится в этой ситуации диспетчером по энергетике внутри Евросоюза и очень сильно упрочает свое геополитическое положение. А в Еврокомиссии есть экономические интересы, в том числе некоторые личные экономические интересы. И вот сочетание этих двух факторов и заставляет эту политику быть столь неуверенной и непоследовательной. Но еще раз скажу, у нас есть еще свои патроны в запасе, и вот вполне возможно, что ветер внутригерманский скоро переменится сам собой. Свои патроны — этого что имеете в виду? Я имею в виду деятельность нашей дипломатии. Вот то, что сейчас делали с поляками, то, что сейчас идет процесс с балтийскими странами, которые точно так же пытаются это оттягивать. Ну и, конечно, когда, наконец, в Америке будет сформирован украинский блок, когда будет утверждена там Виктория Нуланд, которая будет вторым лицом в Госдепе и будет курировать украинский вопрос, дальше, соответственно, и американцев надо максимально возбуждать на эту тему, ну и предлагать им экономические пряники. А экономические пряники — это прежде всего работа в самой Украине, это инвестиции внутрь Украины и, соответственно, экономическая заинтересованность американцев и, на самом деле, европейцев к работе внутри страны. Это вот направление, которое мы пока явно недоиспользуем. У нас слишком мало иностранных инвестиций, соответственно, слишком мало лоббистов в среде бизнеса, которые могли бы давить на своих политиков. Спасибо вам за мнение, спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Илья Пономарев, политический деятель, был с нами на связи, и мы с ним говорили о судьбе Северного потока-2.
На этом я этот час заканчиваю. Следующий марафон в студии встречайте Гульсум Халиловой. А сейчас в эфире новости Заман.